январе 2024 года в Башкортостане при пожарах погибло 36 человек, в том числе 2 детей. Почему происходят трагедии? Как их исключить? Что делать, если вдруг на ваших глазах произошел пожар или еще страшнее в вашем доме огонь? Как действовать в таких ситуациях? Давайте поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Олег Шарафудинов, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Олег Анварович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вот первый вопрос. 36 человек погибли за январь. Получается, каждый день? У нас погибал, да, плюс-минус 1 человек. То есть мы должны понимать, что каждый день есть гибель, а где-то и групповая гибель. Вот, например, 2 детей, как вы сказали, да. Причины стандартные, да, можно сказать, это неосторожное обращение с огнем, неправильная эксплуатация и монтаж электрооборудования и печное отопление. Но говоря об этих причинах, мы должны их немножко раскрыть, потому что люди не понимают, печное отопление, что сделал? Например, у нас мужчина лег спать, забыл закрыть створку печи, там, да, оттуда угольки посыпались, начался пожар, он проснулся, когда уже дым сильно был задымлен и, к сожалению, не смог выпариться. Почему не смог выпариться? Потому что мы нашли его, так скажем, на полу, ближе к выходу. То есть он просто не дополз, простыми словами. Что касается электрооборудования, да, это у нас перегрузка сети. У нас у всех практически дома есть много различных электроприборов. Кстати говоря, от электроприборов, гаджетов у нас каждые сутки в России происходит от 3 до 10 пожаров. Взрываются батареи, перегреваются там какие-то еще приборы. То есть перегрузка вот этих приборов и подключение нескольких источников в одну розетку само по себе влечет уже угрозу для возникновения пожара. Чаще всего на ночь у нас часто люди любят оставлять розетку, воткнули, легли спать, а еще под подушку запихнуть телефон свой. Он воспламеняется и просыпаются люди только тогда, когда уже начинается непосредственно горение, либо получают сильные ожоги. Но это уже последствия. А как избежать этого и как это все предотвратить, нужно к этому изначально быть готовым и, как-то скажем, выстроить алгоритм в своей голове, что ты будешь делать, если произойдет пожар. Что делать, если вдруг произошел пожар? Да, давайте разберем элементарный случай. Например, загорелся у вас чайник на кухне. По-нормальному, да, мы должны отключить из розетки, а к нему подобраться тяжело, потому что он уже горит. Если нет такой возможности, мы должны подойти к автомату защиты, да, например, у кого-то там выключатель, да, выключить. Но это все время, которое играет в этот момент против вас. Соответственно, пока вы найдете, если это еще девушка будет, с электроприбором, может быть, не так, так скажем, ловко обращается, как мужчина, да, например, но, тем не менее, затраченное время не позволит вам потушить и избежать беды. Пока вы будете искать автомат, пока вы откроете крышку, пока выключите эти все приборы, время пройдет, огонь сильно разгорится, а достаточно примерно, около 30 секунд и до 1 минуты, когда огонь уже станет настолько большой, что вы потушить его не сможете. Часто есть предположение, что чем-то накинуть там, да, какой-нибудь там тряпкой, либо полотенцем, да, но вы должны понимать, что эта самая тряпка не должна быть синтетическая, не факт, что вы найдете ее под рукой прямо сразу, да. Во-вторых, она должна быть большого, так скажем, объема, чтобы хорошо накрыть, чтобы воздух не поступал. И в-третьих, опять-таки, если бы у вас был просто рядышком на кухне, или бы на видном месте, в коридоре, например, огнетушитель, вы бы точно его взяли, применили и потушили это возгорание. Без каких-либо, так скажем, трудозатрат и без каких-либо последствий для самого себя, потому что потушив с огнетушителем очень легко, просто и вполне доступно. И, кстати говоря, цена-то особо недорогая для вашей же безопасности. Я всем рекомендую домой приобрести, помимо пожарного извещателя, который, кстати говоря, доказал свою эффективность уже неоднократно, да, у нас с 2016 года больше 1000 человек спаслись благодаря извещателю, и также приобрести огнетушитель. Когда вы говорите о том, что время затратно, но вот здесь, наверное, важно пояснить, что это время секунды. Секунды. Я даже больше скажу, не то что секунды, 3 вдоха, а как раз таки, когда мы находимся в стрессе, мы дышим как? Чаще. Быстрее. Естественно, 3 вдоха, теряете сознание от продуктов горения, которые образовались в вашем помещении, а они уже образовались, потому что, скорее всего, вы не сразу обнаружили пожар. Естественно, дым заполняется, вы вдыхаете этот продукт горения ядовитый, теряете сознание и больше оттуда не выходите. Поэтому как раз эти те самые секунды, они очень важны. На самой начальной стадии у вас еще есть шансы и выйти из помещения, и предупредить тех, кто находится рядом с вами, и даже принять меры по тушению.
Ну вот если не оказалось огнетушителя, да, и вообще не сработало, ты решил, да бог с ним уже, я не буду тушить, лишь бы пойти. Но вот еще до эфира вы мне рассказывали, что есть случаи, когда люди из горящего помещения стараются выйти, но при этом думают, ой, подожди-ка, я же еще не все документы собрал. Совершенно верно. За этот месяц у нас уже 2 таких случая. Девушка, ну, женщина, да, в доме произошел пожар, она проснулась, когда уже хорошо задымлено помещение стало, и разбудила мужчин, которые спали в соседней комнате. Их выгнала на улицу, но решила вернуться за документы. И, к сожалению, она осталась там. Опять-таки, повторюсь, 2-3 вдоха, вы просто даже не поймете, как вы потеряете сознание, и дальше уже что-то сделать, ну, просто невозможно, что-то будет. Кроме того, у нас был такой случай в Белорецке, да, когда тоже женщина находилась со своим ребенком в комнате, в квартире, произошел пожар. Она настолько, во-первых, перепугалась, а во-вторых, ну, ей нужна была помощь, да, потому что огонь уже был достаточно сильный, а ребенок был в соседней комнате. Она побежала к соседу, так скажем, начала сильно долбиться в дверь. Сосед открыл, но никого не обнаружил. Только услышал крики, как женщина кричит на высшем лежащем этаже, что нужна помощь, пожар, у меня там ребенок. Он сразу же оделся, ну, как бы верхнюю одежду, да, так скажем, побежал в шортах и зашел в помещение. Женщина показала, что в дальней комнате находится девушка. Через огонь пробрался, забрал ребенка, слава богу, он не спрятался, потому что дети чаще всего, видя, так скажем, угрозу, они прячутся. Под кровать, шкаф, слава богу, девочка не спряталась, он ее схватил на руки, и когда они эвакуировались, они получили ожоги. К этому времени уже не только квартира была в огне, но и коридор был заполнен дымом, и женщина, которая находилась просто на лестничной клетке, она уже надышалась этим дымом. К счастью, тут пожарные, так скажем, как ангелы с небес, подоспели, и их всех троих эвакуировали в безопасную зону. И вообще при этом пожаре у нас вот в многоквартирном доме, а вот это, должны понимать, 9-этажный дом, заполняется дымом очень быстро. Буквально, ну, считанные минуты, пока происходит горение, все коридоры были задымлены. И пожарные, большое им за что спасибо, да, спасли 63 человека при пожаре. Сейчас вот молодой человек в каком состоянии находится? Сейчас он находится в больнице с ожогами. Мы ему выражаем огромную благодарность от чистого сердца, да, потому что если бы не он, скорее всего, девочка могла просто погибнуть. Девочке 11 лет. Самостоятельно она тут бы, ну, навряд ли выбралась. Ну и мы рассматриваем сейчас, так скажем, по инициативе руководства о поощрении награждения данного гражданина. Но вот я помню, что из предыдущих интервью вы говорили, что если вы вдруг видите открытый огонь, то не рекомендуется входить в такое помещение. Либо если входить, да, прикрыв лицо и так далее. Вот, а если бы он и сам не выбрался, и ребенка бы не вытащил? Вполне возможно. Здесь нужно трезво оценить ситуацию, смотреть, насколько все это, так скажем, ну, трагично и плохо. Да? Вот у нас в Нижнем Новгороде, наши соседи, да, по ПФО, там прошел пожар в двухэтажном доме. Родители спали на 2-м этаже, дети спали на 1-м этаже. Мужчина проснулся, хотел пойти на 1-й этаж за детьми, но, к сожалению, вся лестница уже была в огне. Все 3 дети, к сожалению, погибли. Сами они выпрыгнули через окно. Поэтому здесь трезво надо понимать, сможем ли спасти, останемся или не останемся, сами там. Ну и, соответственно, принимать меры хотя бы, ну, элементарной защиты. Хорошо, что он куртку одел, так бы весь был в ожогах. Но он так ожоги получил. Но, так скажем, в данном случае все-таки риск был оправдан, и девочка спасена в итоге. Насколько сильный, какой процент ожогов? Ожоги у всех троих разные. Во-первых, кто-то надышался дыма, они и дым успели надышаться, наглотаться, да, так скажем. И ожоги получили от 5 до 30%. Ну вот давайте сейчас скажем, вот что нужно делать, если для того, чтобы профилактические меры в обычной квартире, вот элементарно. Я вначале сказал, да, еще раз повторюсь, извещатель купите, ну вот реально поможет. Если что-то произойдет, вы ночью от громкого сигнала, во-первых, он стоит недорого, во-вторых, элементарно устанавливается, да, приклеен на двусторонний скотч на потолок, все, забыл про него. Батарейки хватает на год, кроме того, своевременно изначального функция обнаружения дыма в помещении, а дыма, как мы знаем, да, из закона физики, просто легче воздуха, поднимается к потолку, сигнал срабатывает, пищит очень громко, разбудит и соседей ваших, и сами вы, ну, как бы, скажем, проснетесь, да, и вовремя среагируете. И ваша задача тут эвакуироваться, просто выйти из помещения. Если огонь сильный, тушить его не надо, надо выйти в безопасную зону, предупредить об этом максимальное количество людей, чтобы все остальные, ну,
тоже смогли среагировать на этот пожар. Купите огнетушитель. Огнетушитель тоже можно купить в специализированном магазине, можно заказать в интернете, в наших любимых там, да, различных интернет-платформах. Ну и просто в строительном магазине можно купить. Стоит тоже недорого, но если произойдет пожар, он вам пригодится настолько, что вы потом сами себя будете хвалить всю жизнь, наверное, оставшуюся. Ну и просто изучить с домочадцами своими, да, с жильцами, с кем вы живете, порядок действий в случае пожара. Проиграйте эту ситуацию хотя бы разок у себя в жилье. Что вы будете делать в случае возгорания того же самого чайника? Куда мы будем бежать, куда идти, что брать, что не брать. Документы, кстати, хочу отметить, да, восстанавливать сейчас очень быстро. Вот, коллеги не дадут соврать с МФЦ. Подают заявку, через некоторые 2-3 дня вам выдают временный. Вот эти бумажки не стоят вашей жизни. Не возвращайтесь, если вышли уже в безопасность, там и ждите просто пожарных. Вызовите 101 и ожидайте прибытия специализированной помощи. Какие в основном вот самые популярные причины? Еще это, наверное, очень много среди погибших тех, кто в алкогольном опьянении. Да большая часть, на самом деле, примерно 70%. Все, кто погиб, они были в алкогольном состоянии. И чаще всего это зачастую неосторожность при курении. Курит, засыпает с этой же сигареты, загорается диван, одежда ниже самих. И просыпается только тогда, когда уже сами, так скажем, сильно пострадали, сильно получили ожог и уже надышались. И как раз таки, опять-таки, выползти из этого дома, уже становится настолько проблематично, а если выползает, то с серьезными последствиями. И через некоторое время, получив, так скажем, если человек получает больше примерно 30-40% ожогов, через некоторое время, по статистике, да, скорее всего, он погибнет. Вот такая ситуация. Печальная статистика и на самом деле печальная история вы рассказали сегодня, но есть и одна чудесная, это чудесное спасение в Белорецке. За это, наверное, и молодому человеку спасибо. Я надеюсь, у нас получится с ним записать интервью, чтобы он рассказал о том и поделился своими впечатлениями. Я очень надеюсь, что наше интервью принесет пользу нашим телезрителям, и такие элементарные вещи, самые простые. Вот сколько мы общаемся с представителями МЧС, Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, никогда не говорили о том, что лучше бы проиграть вот эту ситуацию, когда нужно эвакуироваться. Вот что делать при таких обстоятельствах? Я думаю, что вот это один из самых толковых советов, который сегодня прозвучал. Спасибо вам огромное. Хочу отметить, что ваша безопасность – это ваша ответственность. Надо начать с себя. Если вы будете соблюдать меры безопасности, и все остальные, и ваш ребенок будет делать то же самое. Спасибо огромное. Напомню, это была программа «Интервью». Сегодня мы говорили о пожарной безопасности. И у нас сегодня в гостях был Олег Шарафутдинов. Это руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Спасибо, что были с нами.